Родители, сегодня мы с вами поговорим про сложности в дистанционном обучении для детей и подростков. Первое правило, которое вы должны четко помнить для себя, это не портить отношения с вашими детьми. И на первое место поставить ваши отношения непосредственно с ребенком, нежели даже преуспевание в каких-то знаниях. Ведь когда наши дети столкнулись с трудностями в дистанционном обучении, им пришлось адаптироваться под многие неизвестные для них вещи. То, что вы можете сделать для своего ребенка, это только помочь и поддержать детей в этом сложном процессе. Первое, что от вас необходимо, если вы не можете делать уроки и сидеть и выполнять задания со своим ребенком, основное, что вы можете сделать для него, это обеспечить хорошее питание, питьевой баланс, чтобы была пища хорошая, витаминизированная, сон. В общем, режим дня должен быть оформлен в зависимости от уроков, от расписания уроков. Это первое, то, что вы можете сделать. И второе, вы обязаны помочь своему ребенку организовать время отдыха, для того, чтобы он не только сидел за столом и занимался заданиями, но чтобы он выходил и двигался, и шевелился, и физическая нагрузка, чтобы в его жизни в течение дня присутствовало достаточное количество времени. Очень важно, чтобы вы его поддерживали, не угнетая, не крича на него, не унижая и говорить, какой он непонятливый, как у него ничего не получается, а наоборот, делать акцент на том, как у него все хорошо получается, как у него получается, если даже из какой-то части материала выбрать то, что у него получается, делать акцент не на негативных, не на промахах, а наоборот на позитивных вещах. Ваша задача как родителя быть рядом с ребенком и дать ему моральную поддержку в том, чтобы ему был ресурс заниматься дистанционно. Задача родителя – помочь ребенку организовать его режим дня. И причем, чтобы больше было в течение дня активности, физической активности ребенка. Также родитель может быть с ребенком, проводить эту активность, также вместе ездить куда-то на велосипедах, выезжать куда-то на природу и проводить совместное времяпрепровождение и обсуждать какие-то вещи. Ведь наше обучение проходит не только за экраном монитора, но и в повседневной жизни. Помните про то, что, контролируя ребенка в заданиях и требуя от него только успешности в обучении, вы травмируете ребенка и вводите его в хроническое состояние стресса. Зачем вам, задайте себе такой вопрос, вам нужны хорошие оценки или вам нужна здоровая психика ребенка, чтобы он вышел через 2-3 полгода, месяца из дома дистанционного образования с неврозом? Помните также о том, что когда ваш ребенок вырастет, он будет помнить все самые лучшие моменты, те моменты, которые были проведены с мамой, с папой, с близкими, с братьями, с сестрами, всю ту насыщенность, теплоту добрых слов и взаимопонимания и поддержки, а не то, насколько у него были хорошие оценки или там красный диплом. Родители, если у вас не хватает терпения сидеть за уроками со своим ребенком, отдайте эту прерогативу ему. Пусть он самостоятельно организует свой процесс обучения. Дети могут это делать, они могут сорганизовать и хорошо обучаться тогда, когда им интересно, и тогда, когда они чувствуют поддержку и доверие со стороны своего взрослого, со стороны своего родителя. Если вас что-то сильно тревожит в поведении вашего ребенка, вы можете обратиться на горячую линию номером 118.